Футболисты Краснодара в гостях сыграли в ничью с английским Челси в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1-1. В составе хозяев поля результативным ударом отметился Жоржиньо. У россиян взятие ворот провел Реми Кабелло. Челси занял первое место в группе И, набрав 14 очков. Со второй позиции в стадию плей-офф турнира вышла испанская Севилья, в активе которой 13 пунктов. Краснодарцы набрали 5 баллов и финишировали третьими. Таким образом, они продолжат выступление в Лиге Европы, начиная со стадии 1/16 финала. Замкнул таблицу группы французский Рен, набравший 1 очко. Матч последнего тура предварительной стадии Лиги чемпионов провел и санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Симака на своем поле со счетом 1-2 проиграли дортмундской «Боруссии». В составе победителей точные удары нанесли Лукаш Пищик и Аксель Вицель. Единственный мяч российского клуба на счету Себастьяна Дриуси. «Зенит» занял последнее место в группе F, набрав за 6 игр 1 балл. «Боруссия» возглавила квартет, записав в свой актив 13 очков. Вторую путевку в плей-офф турнира завоевал итальянский «Лацио», у которого 10 пунктов. С третьей позиции в Лигу Европы отправился бельгийский «Брюгге», набравший 8 пунктов. А вот результаты других встреч игрового дня. В центральном матче тура итальянский «Ювентус» на Камп Ноу со счетом 0-3 победил испанскую «Барселону», благодаря чему опередил каталонцев по дополнительным показателям и вышел из группы G с первого места. В параллельной игре этого квартета футболисты киевского «Динамо» со счетом 1-0 выиграли у Ференцвароша и добыли третье место, а также путевку в Лигу Европы. В группе H таблицу возглавил РБ Лейпциг на своем поле со счетом 3-2, выигравший у Манчестер Юнайтед. Манкунянцы отправились в Лигу Европы с третьего места. Другой матч квартета между идущим вторым ПСЖ и Стамбул Башакшехиром был прерван на 14-й минуте из-за российского скандала и будет доигран завтра. В группе И Севилья в гостях со счетом 3-1 выиграла у Ренна. В матче квартета F Лацио дома поделил очки с Брюгге, сыграв ничью со счетом 2-2. Российский баскетбольный клуб «Зенит» в гостях одержал победу над испанской «Валенсией» в перенесенном матче четвертого тура Евролиги. Игра завершилась со счетом 85-72. Самым результативным игроком матча стал защитник россиян Остин Холлинс, набравший 20 очков. У хозяев площадки самым точным был Боян Дубилевич, в активе которого 18 баллов. «Зенит» после 10 игр занимает 4-е место в турнирной таблице лиги. «Валенсия» провела 12 встреч и располагается на 8-й позиции. В следующем матче российские баскетболисты на выезде сыграет с испанским «Реалом». Встреча пройдет 10 декабря. Омский «Авангард» на своем льду со счетом 3-1 обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Никита Комаров, Дамир Шарибзянов и Денис Зернов. У гостей отличился Алексей Василевский. Для «Автомобилиста» это поражение стало 9-м к ряду. Команда идет на 6-й позиции в таблице Восточной конференции, имея на счету 40 очков. Омский клуб занимает 2-е место, набрав 49 пунктов. В следующем матче «Авангард» дома примет столичный ЦСКА, а «Автомобилист» в гостях сыграет с петербургским СКА. Ну и напоследок перейдем к событиям нашего региона. Два якутских бойца, представляющие команду Саха Рестлинг ММА, дебютировали на турнире Eagle Fighting Championship, владельцем которого является чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Так Узаир Абдураков одержал победу над Владимиром Осиповым из Санкт-Петербурга. Теперь на счету 25-летнего якутянина 13 побед и ни одного поражения. Октябрин Яковлев потерпел поражение от Авлии Хона Хаимдова из Узбекистана. Отметим, что Узаир и Октябрин подписали контракт на 3 боя. Ожидается, что следующие встречи якутяне проведут в середине февраля. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!